прошедшие, давным-давно забытые те времена, тогда еще природа дикая здесь была. По сторонам дорог росли тугаи и камыши, откуда раздавались крики фазанов и дикие водились кабаны, да и другого здесь полно было зверья и птицы. Уставший караван в пути решил остановиться, немного отдохнуть, поесть, попить воды из родника и вновь опять собраться в путь в далекие края. Ведь очень долго люди находились в изнуряющем пути. Заснеженные горы, степи, все осталось позади. В пути они давно, и вот пришли сюда на берега горной реки с названием Карабалта. Вдали виднелись пики гор, и небо отражалось синевой. Была такая тишина, и это обещало путникам покой. Пустились попастись коней, присели у костра, а над огнем в подвешенных котлах уже готовилась еда. Давно манила всех на новые места. За вольной волей, за свободной землей шли семьями сюда. Из Астрахани одни из первых, 3 брата Бойкова, а с ними сыновья. Ведь только на мужчин здесь выделялась та свободная земля. Вот опустились сумерки, сгущалась темнота, пора ложиться отдыхать. Но думки-то о вольной жизни всем не давали спать. Земля и воля, и изобилие воды, недаром ими были эти положены в пути труды. Земли здесь было много, но как ее им взять? Не всякий-то хозяин готов ее отдать. Помог счастливый случай. На отблески костра наехал губернатор края. Судьба переселенцев была разрешена. Отдав приказ остаться здесь и ждать его 3 дня, а из Ташкента он привез указ царя, чтобы осели здесь они на долгие года. Земля была поделена, паши не засевай, не покладая рук своих, работай, не зевай. Харчи были подъедены, и осень впереди. В предгорьях снег уже упал, и это говорило о приближении зимы. Вот так на 3 холмах у первой школы, нарыв землянок, чтобы зиму переждать, все 18 тех семей-переселенцев готовились весну здесь ожидать. Как трудно было всем на новом месте, как не хватало всем уютного жилья, тепла. Но, к счастью, здесь зима была короткой, и к радости людей-переселенцев тех весна ранехонько пришла. Заторопились все благоустроить и создать уют, засыпать поперек ручей, чтоб образовался пруд. Да много нужно было делать разных всяких дел, чтобы облегчило их удел. Поставить мельницу, построить домик, баньку, вокруг надела заплести плетень, еще деревьев надо насадить, чтоб летом была тень. Вот так образовалось это поселение. С годами оно больше разрослось, и, получив название, как издавна велось, бегущее рядом с гор реки. И было то название Карабалты.